Это «Актуальное интервью». Меня зовут Петр Васильев. Здравствуйте. Важная тема для жителей республики – обеспечение жильем многодетных и молодых семей. Как работают существующие программы жилищной поддержки и какие результаты достигнуты в этом году. Об этом мы сегодня поговорим. Наш гость в студии Виктор Романов, министр строительства Республики Саха-Якутия. Виктор Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала вот о чем. В республике у нас активно реализуется программа обеспечения жильем многодетных с 5 и более несовершеннолетними детьми. Какие результаты достигнуты? Вот эта программа обеспечения многодетных семей 5 и более детей реализуется в рамках нашей госпрограммы в целом, да, обеспечения жильем, качественным жильем. Предоставляются средства из государственного бюджета. Если немножко остановиться на цифрах, то у нас в 2022 году 124 семьи получили социальные выплаты, в 2023 году чуть меньше, 98, но это было связано с изменением суммы. Да, вот, и в этом году тоже порядка 120 семей получили, реализовали свои права по социальным выплатам. На эти средства предусмотрены средства государственного бюджета в размере 500 миллионов рублей. Ежегодно мы также эти средства предусматриваем. Если говорим о количестве, которое на сегодня состоит, то это 2014 семей на 1 января 2024 года да, состоят. Но ежегодно, с учетом количества рождаемых детей, семьи, имеющие 5 и более, тоже увеличивается. И увеличивается достаточно хорошо, 150, все равно увеличивается. Да. Статистика за предыдущие годы более чем, я думаю, отличная. Какие планы у этой программы на ближайшее будущее? В ближайшем будущем мы, в зависимости от возможностей государственного бюджета, предусматриваем средства. Есть соответствующая дорожная карта, которую мы совместно с прокуратурой, совместно с депутатами, да, народными нашими депутатами подписывали, что необходимо не менее 750 миллионов выделять, но из-за объема финансирования, да, у нас эта сумма сложно достигается. Но мы стремимся к этой сумме, и в размере, как я сказал, 500 миллионов мы ежегодно предусматриваем, и более 100 семей ежегодно получают эти средства. Самое главное, что эта программа будет продолжена. Да, эта программа продолжена. У нас, если немножко остановиться по условиям, да, у нас, естественно, это многодетная семья, имеющая 5 и более детей. У нас должно быть обязательно нуждаемость в улучшении жилищных условий. И количество детей, она при расчете стоимости жилья, то есть когда рассчитывается расчетная стоимость социальной выплаты, определяется из-за количества детей, которые в пределах несовершеннолетние, да, то есть до 18 лет. Но добавляются дети, которые в очной форме учатся, либо служат в военной службе, и в зависимости от этого определяется расчетная стоимость на норматив 18 квадратных метров на человека, и на стоимость, утвержденную Министерством строительства России, и 35% от этой стоимости предоставляется семье для строительства, либо на покупку жилья. При строительстве семья может выбрать локацию, в том числе и в сельской местности. При покупке дается право приобретения на всей территории республики. Смотрите, вы сказали, что на начало этого года 2014 семей стоят в очереди. Я понимаю, что, конечно, все хотят здесь и сразу улучшить. В связи с чем вопрос, какие еще меры планируются для ликвидации этой очереди? Да, из-за нехватки финансирования в 2022 году, для того, чтобы чуть побыстрее решать вопросы, связанные с обеспечением жильем, были приняты дополнительные меры. Это жилищные сертификаты на строительство жилья, либо на погашение ипотеки, части займов за приобретенное жилье. Да. И, соответственно, условия они такие, жилищный сертификат предоставляется, но при этом при расчете социальной выплаты не 35% предоставляется, а предоставляется 17,5%. То есть за меньшую стоимость социальной выплаты можно решить вопрос обеспечения жильем. При этом для семьи, которая выбирает жилищный сертификат, очередь не учитывается. Например, тысячная очередь, а если человек выбирает жилищный сертификат, он может получить быстрее. Вот он. Да, в этом именно особенность этого механизма. И если примерно рассматривать по годам, сколько человек пользуется этой мерой, то это где-то 1/3. Если говорим 120, 70 по обычной схеме, порядка 49 это жилищный сертификат. А как в этой программе, в рамках программы, учитываются интересы участников специальной военной операции?
Мы с учетом вот событий тоже учли это право, да, это право, вот, когда если член семьи, это ну, сын, там, отец, участник СВО, они имеют право получить такую социальную выплату. При этом при расчете расчетной стоимости жилья, ну, социальной выплаты, не учитывается фактор вот, несовершеннолетний. То есть учитываются все дети. То есть даже старшие, у которых там 25 лет исполнилось, они уже в качестве расчетной стоимости они учитываются. Тогда социальная выплата, она получается гораздо больше, чем ну, по стандартным правилам. Вот такие особенности для членов участников СВО. Если говорить о поддержке и обеспечении жильем молодых семей, как ситуация складывается, сколько семей участвует в программе? Ну, это самое у нас, как сказать... насущный вопрос. Да, вот программа, она действует порядка больше 20 лет. Да, это федеральная программа, она еще начиналась, федеральной целевой программы «Жилище», которая там с 2000 года начиналась. И на сегодня эта программа у нас активно реализуется. На учете состоят порядка 3500 многодетных семей. Также предоставляется социальная выплата 30-35% от расчетной стоимости, которая определяется в каждом районе по разной стоимости. Да? И в зависимости, если есть ребенок, то 35%, если семья без детей, то 30% предоставляется социальная выплата. В этом году порядка 350 семей, 80 семей получили уже да, такие социальные выплаты по республике. Софинансирование осуществляется из разных источников, то есть федеральный бюджет. В этом году 480 миллионов предусмотрено. Из них 140 федеральные средства, незначительная часть, там порядка 20-30 миллионов, это республиканские деньги, ну и остальная часть это софинансирование органов местного самоуправления. То есть муниципальные районы, которые на эту программу обращают достаточно внимания в виде финансирования, да, но у них гораздо больше семей получается. И вот таким образом ежегодно мы обеспечиваем вот такое количество семей. При этом там у нас есть особенность, да, если многодетная семья, состоящая на учете как молодая семья, у них отдельная очередь. То есть как бы они чуть быстрее проходят, и ну, такие особенности при определении очередности у нас установлены. А вот если говорить о географии, то есть, ну, условно говоря, молодая семья из Мегино-Кангаласского района хочет улучшить свои жилищные условия. Им можно улучшить их за пределами, там, не знаю, допустим, района, купить квартиру в Якутске? Да, можно. Вот социальная выплата, по-простому в народе говорят сертификат, да, свидетельство о получении социальной выплаты, она действует на всей территории республики. И семья может также купить или построить жилье с использованием вот этих денежных средств. А как насчет планов по продлению этой программы? Будет ли она продолжаться в последующие, ну, условно говоря, 5-10 лет? Она будет продолжаться. Подтверждением тому является, ну, параметры бюджета, которые у нас формируются, да, на ближайшие 3 лет. И в федеральном бюджете у нас тоже предусмотрены соответствующие средства. Мы ежегодно участвуем в заявочной кампании, с органами местного самоуправления формируем потребность. И на сегодня у нас в ближайшие 3-летки точно будет, но у нас госпрограмма федеральная тоже на, как бы, ну, на определенный срок, и поэтому в рамках этих сроков эта программа будет реализовываться. Пока потребность она есть. А вот сколько идет процесс ожидания получения этих выплат? Процесс ожидания там, ну, от 3 до 6 лет. К сожалению, есть достаточно много случаев, когда семья, ну, один из членов семьи достигает 36 лет, и по условиям программы они утрачивают право использования такой выплаты. Это как-то, ну, я считаю, неправильно, но таковы правила. Установлены правила только молодым семьям, и, соответственно, 3-6 могут ждать. А вот по многодетным, то, что я говорю, отдельным списком чуть побыстрее идут, да, там ожидание составляет от года до 3. То есть а нет такого, что это немного несправедливо, и по сути-то это же не их вина, что очередь не дошла, и они уже не стали не молодой семьей, которая ожидает улучшения? Раньше такой очередности не было, ну, то есть как бы разбивки не было по многодетности, либо там по количеству детей, и это было принято в связи с тем, что пошла поддержка многодетных, ну, по различным направлениям, да, материнский капитал, там различные вот эти вот у нас появились, статус многодетной семьи, и в это время в правила внесли изменения, и определенную долю из годового финансирования, не полную сумму берут, а определенный лимит
оно выделяется многодетным семьям. То есть не более этого. То есть как бы львиная доля все равно идет по классической очереди. А есть ли какие-то возможности, предложения региональные, допустим, чтобы улучшить эту процедуру так, чтобы все-таки не пришлось по 10-20, условно говоря, утрирую, лет стоять в очереди на получение жилья? Ну, здесь все зависит от объема финансирования. Органы местного самоуправления поступают по-разному. Да? Например, если на рынке стоимость жилья она достаточно большая, если выдавать по реальной рыночной стоимости, например, да, то можно обеспечить совсем незначительное количество семей. А некоторые муниципальные районы, они сами определяют стоимость квадратного метра, по которой будет рассчитываться жилье, и они немножко снижают для того, чтобы охватить больше семей. Да? Это вот один путь. Второй путь – это выделить больше денег, но для того, чтобы выделить с муниципального бюджета большое количество средств, это должно быть, ну, достаточно, это, как сказать, бюджетообеспеченный район, да, и, к сожалению, не все у нас такие, и проблема именно в этом сохраняется. Но мы именно стараемся, чтобы часть федерального бюджета увеличилась, потому что, как сказать, мы, если показываем достаточное количество потребностей, то, соответственно, перераспределение федеральных средств в зависимости от доли нам выделят, как сказать, чуть больше. Виктор Дмитриевич, в заключение хочу спросить, собственно, про строительство этих самых жилых домов. Строительный сезон, я думаю, уже постепенно подходит к концу, активный у нас в республике. Октябрь все-таки холодно. Какие у нас итоги в ИЖС вот в этом строительном сезоне? В этом строительном сезоне ИЖС достаточно высоких показателей достигли, хочу сказать, потому что мы в прошлом году порядка 390 тысяч квадратных метров ввели, да, этот индивидуальное жилищное строительство. А сейчас мы уже на статус 1 октября вышли за 406 тысяч. То есть мы, ну, к концу года темпы не снижаются, как правило, да. В том числе из-за погоды. Да, из-за погоды, но при этом уже мы обогнали прошлогодний показатель. Этому содействует вот и дальневосточная ипотека, все вот льготные ипотечные продукты, и этот темп у нас вот был ожидаемый на самом деле, но мы не ожидали, что мы на 1 октября это мы достигнем. Поэтому темпы строительства очень хорошие, и этому подтверждают вот эти все наши параметры. Поэтому... И, условно говоря, каменных больших домов и частных домов, насколько я понимаю, такие же хорошие темпы. Потому что, если я не ошибаюсь, статистика говорит о том, что на Дальнем Востоке частных домов под индивидуальное строительство строят больше всего именно в Якутии. Мы здесь на первом месте. В целом по показателю ввода мы после Приморья идем, да, это по Дальнему Востоку, но по ИЖС у нас очень большие показатели, потому что, ну, у нас население любит и хочет проживать в частных домах, в свежем воздухе, так сказать. Ну, это не может не радовать. Виктор Дмитриевич, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наш вопрос. Это было актуальное интервью. До встречи.